Добрый день, дорогие друзья. Я нахожусь в Логове. Начинаю подготавливать все здесь. Ну-ка, нельзя. Алита. Алита, нельзя. Вот они вот так мне мешают работать. Уйди. Вот здесь одну пообрезал. Открыл логовое. Дощечка здесь была закрыта. Вот, поубирал все. Вот видите как. Сейчас везде буду тоже вот обрезать, убирать. И вот этот весь мусор повыкидывать надо. Иди отсюда. Идите. Не мешайте мне. Уйди. Алитка вообще ко мне тут не уходит, следит за мной. Все, иди. Иди. Что это у тебя такое? Вчера подрались, да? Уже шубкой обрастаешь, хорошей. Алита. Алит. Хватит жрать, хватит жрать, хватит жрать. Все, идите, мешаете мне. Идите. Идите. Напилили досточек. ОСБ первая, вторая, третья и вот четвертая, чтобы не перепутать. Так как в логово не заскочить, пришлось их отмерить, сколько там будет вход. И вот по 45 сантиметров порезали. Сейчас пойду прикручивать это все дело. Ну и обязательно чем-то потом пройдемся. Надеюсь, все получится у меня и по размерам я все правильно размерил. Друзья, посмотрите, как здесь темно. Ничего не видно. Вон чуть-чуть щельки. Но это все запенено. Хорошо запенил в прошлый раз. Ай, Алита, ё-моё, вообще не дает проходу. Вот распилили. Сейчас мы будем укладывать. Вот она, несчастная, бедная. У нее уже подходит, да, скажи? Вязать можно, но будет здесь сидеть. Не будем ее вязать, пусть отдыхает. Он грязная какая-то. Он подмел здесь все. Сейчас будем укладывать. Ну что, друзья, бинго. Пол сделан. Немножко, правда, размеры не подошли, потому что по стандарту вот это ОСБ на 125 сантиметров. И вот эта штука немножко неправильно показала. И не досталось. Да куда ты ко мне опять лезешь? В общем, сейчас еще сюда приделаю. Вот вытаскиваю руками мусор. Вон, посмотрите, сколько мусора. Че ты меня царапаешь, а? Че ты меня царапаешь, а? Ты. Покажи свои зубки. Покажи зубы. Алита. В общем, потом сюда, вот здесь еще пройду потом вот эти стыки. И все. Да, ёшкин кошкин. Арюшка, добрый вечер, дорогие друзья. Закончил я делать логово. Покрасил, ну не покрасил, обработал стыки гидроизоляцией. Щели тоже замазал гидроизоляцией. В общем, закрыл вход ОСБ, чтобы никто не смог туда зайти. И, наверное, сутки пусть просохнет, потом откручу. Там еще надо кое-какие доработки. И, наверное, будем туда камеру устанавливать. Постараемся, попробуем. Провод, главное, закопать, протянуть. В первую очередь нужно. Как аппетитно едят цыплят. Аря, красотка. И еще в эфире говорил, что скоро на днях будем запускать Фурию и Акелу. Но я совсем забыл про вольер, который нужно сделать внутри, вот как у братиша есть. Вон там в иглучной зоне вольер. Также и у Акелы надо сделать вольер, чтобы могли потом, если Фурия забеременеет, если все хорошо, подружится, чтобы я смог спокойно потом зайти, перегнать их туда. Хотя это будет сложно, когда
Волчица рожает, волк носит еду, ей ухаживать за ней. Поэтому могут вообще не пустить сюда. Ну, что-нибудь придумано. Вольер этот нужен 100%. Вон там в углу за логовом Алитка у нас. Алита. Сегодня мешала мне работать, да, девчушка? В общем, постараемся по максимуму сделать на днях этот вольер, если получится. И уже надо будет запускать фурию. Веге говорю, Кубе даю антибиотик. Подсадил сегодня опять Синая, контрольную вязку сделать. Но они не вяжутся. Уже, наверное, все. Она закончила. Эти дни прошли у нее овуляция. Даю антибиотик, как прописали ветеринары. И, в общем, обрабатываю ей рану. Фури. Дневная фурия. Роман тоже снимает. Тайга, Вега. Смотрите, как прижимается. Вот маслице взял и туда положил антибиотик. Раньше давал, ну, по-разному. Ну, вот, например, вчера в колбасу она выплюнула таблетку 2 раза. Пришлось найти маслице и в маслице попробовать антибиотик положить. А это мне в инстаграме подписчица одна сказала, девушка, она в ветеринарке работает. И она говорила, даже самые злые собаки кушают маслице. Вот, и поэтому вчера попробовал дать Кубе. В общем, она съела с маслом. Сначала выплюнула, потом взяла и съела опять. Масло сильно, походу, перебивает. Сейчас пойду еще раз попробую дать, посмотрим, как она себя будет вести. Съест, сразу не съест. Она сейчас сидит с Синаем. Я, как уже говорил, контрольную вязку подсадил. Ну, не знаю, был замок, не был, но уже завтра все отсажу и, скорее всего, не буду пробовать уже их вязать, потому что вроде бы уже закончилось. Свои, Тайга, свои. Кушай, кушай. Да, Вега, красавцы. Куба, сейчас тебе дадим. Сейчас дадим. Синайчик. Синай, ну-ка посмотри, все хорошо с тобой? Все хорошо. Сейчас, Куба, подожди. Стой, маслицка. Будешь маслица? Стой. Вот молодец, видите, как скушала. Молодец, девчушка, молодец. Сегодня обрабатывал ей. Все равно он сильно разодрал Синай. Но доктор сказал, никак не повлияет на плоды, вот именно эти антибиотики, которые я даю сейчас. Вот, поэтому недельку пролечим ее. Да, Кубушка. Ну, не то, что пролечим, а для профилактики, чтобы инфекция туда не зашла. Это уже 2-й день у нас, да? Антибиотики пьем, да? Куба, красотка. Оба, маслица. Тайга, ну-ка успокоилась. Вега у нас поправляться начала. Ну, в килограммах она точно набрала. Вот видите, как подлечили немножко, так она и тоже начала хорошо себя. Куба вообще набрала вес.
Не знаю, интересно, тайга беременна. Нет, но мы по моим подсчетам 4-я, наверное, неделя уже пошла. Куба! 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 Ну-ка прекращай. Куба! Злюка. Ну все, убийцы. Кровожадные убийцы вы. А то все говорят, вот там, они такие милашки все. Да что там 25% волчьей крови. Да там нет волка. Ну да. Зато охотятся на детей, на всю живность, на собак. Готовы просто убить. Тайга! Ну-ка прекращай. Тайга! Красоточка, тихо. Тихо. Спокойно. Не хватает. Хватает крови волчьей, чтобы натворить делов. Так сдалека смотришь вообще на Вегу, как будто волк сидит там. Волчица. Красиво. Иди сюда, иди ко мне. Вот она. Ну и тебя покажу, и тебя. Ой, красотка. Сиди, сиди, Фурия. Лежи точнее. Смотрите, друзья, какие кадры. Вот я подошел, так она даже не ожидала, походу. Может, спала на будке. Так, неудобно немного. Фурия, красотка моя, отдыхаешь? Скоро побегаешь с Акелой, уже скоро. Дай бог, надеемся, что нормально пройдет знакомство. Там не видно, кто сидит, ждет нас. А тут у нас ждет. Сейчас включу свет. Ну сейчас, Алитка. Всех пришел, погладил. Он Акела лежит. Тебя, скажи, не погладил, да? Обязательно к тебе подойти, погладить тебя. За носик почухать. Акела, будешь подходить? А где Луйка? Вы куда ее дели? Не присанули ее случайно, а? Где Луя? Луя, наверное, в будке отдыхает или под будкой. Все, ложитесь. Ложитесь отдыхать. Иди отдыхай, Луя. Стоит волчара. Ты что так смотришь, а, Алит? Конечно, у нее ко мне будет боязнь. Не то, что я там, как сказать, как она приехала, как вела себя. У нас же получилось так, что я щенков забирал у нее. Она это все видела, она кидалась, у нас есть видео. Можно будет сюда вставить. Обязательно ставлю, посмотрите. Но поэтому у нее ко мне еще сейчас недоверие вообще 100%. И подружиться с ней будет просто нереально. Потому что я забирал ее детей. Вот и все. Она
кидалась, агрессировала, не боялась вообще меня. Ну все, друзья, спокойной ночи.